Это новости IT. Здравствуйте. На минувшей неделе насыщенной была региональная повестка. Это и старт высокоскоростного интернета в 3 десятках населенных пунктах, и финал B8, и конкурс стартапов с призом в 10 миллионов рублей. А также Sony подтвердила скорый выход новой номерной части франшизы Resident Evil. Это и обсудим. Поехали. Космических туристов могут готовить к выходу в открытый космос в России. Дело в том, что желающих выйти в бесконечное пространство пока не было. Но в целом такая услуга возможна. Об этом рассказал гендиректор главкосмоса Дмитрий Лоскутов. Он добавил, что это несомненно приведет к удорожанию стоимости полета. Если желающие появятся, это не будет для них легкой прогулкой. Любой выход в открытый космос – это крайне ответственная и опасная операция, требующая специальной подготовки, снаряжения и учета в программе работы МКС. С 2001 по 2009 годы на «Союзах» по контрактам со Space Adventures на МКС были отправлены 7 туристов, в том числе дважды американец Чарльз Симони. В феврале 2019-го Роскосмос и все та же Space Adventures подписали контракт на полет 2 космических туристов на мкс до конца 2021 года. Сообщалось, что предприятия Роскосмоса уже приступили к созданию корабля «Союз-МС» и ракеты-носителя «Союз-2-1А». В минувший четверг был дан старт высокоскоростному интернету в 30 населенных пунктах Якутии. Жители получили доступ к современным телекоммуникационным услугам связи от Ростелекома. Это скоростной интернет, интерактивное телевидение, видеосервис Wink, видеонаблюдение «Умный дом» и другие. В рамках нацпроекта «Цифровая экономика» планируется расширение сети высокоскоростных линий связи. Сейчас продолжается строительство оптоволоконных линий до Оленёкского района, а также расширятся сети на территории Мирнинского, Миконского, Татинского, Вилюйского, Ленского, Усть-Майского районов. Кроме того, ведется работа с Министерством связи России по прокладке оптоволокна в арктических территориях. Третий по счету демо-день акселерационной программы B8 состоится 18 июня. Это своего рода выпускной, на котором участники программы представят на суд зрителей, инвесторов и потенциальных партнеров свои разработки и результаты 3-месячной интенсивной работы. Обучение прошли 12 проектов не только из Якутии, но и из Дальнего Востока. О третьем потоке B8 нам рассказал директор IT-парка Якутска Александр Дауткин. Мы добавили, в плане программы, образовательную часть по, так скажем, интересной методике дисциплинированного предпринимательства, которая заставляет проходить по шагам создания проекта аккуратно, так скажем, не пропуская каких-то важных элементов. По географии тоже были изменения. То есть, если до этого у нас были проекты только из Республики Саха-Якутия, то с этого потока у нас появились проекты из-за ее пределов. Так как в прошлом году мы провели стартап-экспедицию, и мы, так скажем, осмотрели довольно много проектов, и часть из них были приглашены в акселератор. И так у нас в этом наборе 3 команды из-за пределов республики, то есть городов Владивосток, Хабаровск и Улан-Удэ. Заявки были поданы и из других регионов, в том числе даже из-за пределов Дальнего Востока. В третьем потоке мы решили попробовать новые направления для себя, аккуратно, по одному, можно сказать, проекту. И интересный опыт. Можно рассказать о 2 таких проектах в других сферах. У нас есть проект Freeze Protect, который делает такой крем на основе биологических материалов, защищающий кожу лица от обморожения. А также есть проект Jera, который, так скажем, у них довольно большой опыт в медицине, но конкретно сейчас они именно производством, проект у них в области производства, и в частности очень актуальный сейчас продукт, помогающий бороться с коронавирусной инфекцией и обеззараживающий, скажем, предметы. Набор в акселерационную программу, можно сказать, уже начнется в момент окончания демо-дня. Заявки можно подавать через сайт b8accelerator.com. И мы будем проводить такую кампанию по информированию о ходе кампании по сбору заявок. И также в июне, во время, опять же, нашего мероприятия технопарка Якутия Саха Innovation, начнется стартап-марафон, который будет идти в июнь-июль-август.
Фонд содействия инновациям, называемый также Фонд Бортника, объявил о начале конкурсного отбора по программе «Старт». Участвовать в ней могут стартапы на ранней стадии развития, причем как физлица, так и малые предприятия. У инноваторов есть возможность получить грант в размере от 2 до 10 миллионов рублей на развитие проекта. В отборе могут принять участие проекты по 6 направлениям: цифровые технологии, медицина и технологии здоровья-сбережения, новые материалы и химические технологии, новые приборы и интеллектуальные производственные технологии, биотехнологии и ресурсосберегающая энергетика. Все действо пройдет в 3 этапа – старт-1, старт-2 и старт-3. При этом в зависимости от готовности продукта или проработанности технологии проект может быть завершен раньше. Например, после 1-го или 2-го этапов программы. Заявки на конкурс принимаются до 20 июля на сайте online.fesha.ru. Если не найдете там ответы на интересующие вопросы, то обращайтесь по телефону, которые сейчас видите вот здесь на своих экранах. К слову, фонд за время работы поддержал более 30 тысяч проектов на разных стадиях развития, а его представители работают более чем в 70 регионах России. Как и последняя четверть минувшего учебного года, отдых для многих этим летом пройдет онлайн. Многие детские учреждения нашего региона переходят на виртуальный режим с проведением всевозможных мастер-классов и занятий. О том, что подготовил Республиканский ресурсный центр «Юные якутяне», нам рассказала директор учреждения. Да, у нас в этом году будет очень интересная смена, будет называться «Лето перемен». Это полностью айтишная смена. Программу мы продумывали вместе со специалистами Ассоциации развития IT-отрасли нашей республики и Министерства инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационной технологии нашей республики. Формат мы выбрали здесь совершенно новый. Мы приложили очень много усилий, чтобы детям было интересно. Взяли мы за основу образовательную деятельность как базовые IT-технологии. Мы взяли программы мастер-классов, познавательных интересных программ. Ну и кроме этого мы еще и всю образовательную деятельность положили на квестовый подход. Дети будут выполнять обязательно квесты, в которых они могут не только наши активности увидеть, да, но еще и программировать и учиться делать это в тех реальных масштабах и виртуальном формате, которые мы от них будем требовать. Ну и кроме этого мы ждем вот как раз-таки на всех наших площадках очень яркие активности с нашими лучшими вожатыми и с нашими лучшими педагогами в IT-сфере. Многие мастер-классы предусматривают гибридный формат. Что такое для нас гибридный формат? Это когда ребенок получает задание, скажем, мастер-класса или же занятия, потом уже это делает он в формате офлайна. И, конечно же, потом это просто выставляет как один из своих достижений. Для этого мы придумали очень много хэштегов. Все хэштеги, которые используются в дистанционном формате нашего обучения, они находятся на нашем сайте «Лето наших открытий», на сайте нашего учреждения saha.edu.ru и на сайте Министерства образования. Поэтому это можно увидеть. И также мы разместили еще на ЕКТ, на ЕСИА и на Сахалайфе баннеры, в которых это все отражается и можно увидеть. Каждый ребенок, каждый взрослый, который участвует в наших дополнительных общеобразовательных программах, может взять эти хэштеги и применить. В данное время мы отслеживаем и отсматриваем очень интересные проекты, в которых участвуют наши дети, педагоги. Resident Evil 8 «Быть». Новая серия легендарной франшизы будет носить подзаголовок «Village». И судя по дебютному трейлеру, туда вернется главный герой прошлой части Итан, а Крис Редфилд будет как минимум неоднозначным персонажем. В блоге PlayStation Capcom раскрыла первые детали об игре. Новый Resident работает на движке Rear Engine. События разворачиваются спустя несколько лет после финала 7-й части. Итан отправляется на поиски Криса после шокирующего происшествия. В конце концов, Уитерс попадает в таинственную деревню. Вернется вид от первого лица. По сравнению с Resident Evil 7 будет сделан большой акцент на исследовании мира и битвах. Что, в принципе, логично, учитывая нынешнюю популярность песочниц в последнее время. Что же нам демонстрирует сам трейлер? Не то огромный дом, не то замок, снова есть семья, но по первым кадрам ощущение, будто бы постояльцы в этот раз не злодеи, а жертвы. Нельзя не отметить новую графику. Вы только посмотрите, как хорошо переданы детали лица, мимика, морщины. В общем, есть такое ощущение, что будет довольно интересно. Главное, чтобы не сделали откровенную халтуру во второй части сюжета, как это было с 7-й частью. Новинка увидит свет в 2021 году на PlayStation 5, Xbox Series X и PC. Ну а на этом все. Повтор программы, как всегда, найдете на YouTube-канале Якутия24, а также в Instagram-аккаунте yak24.ru. До встречи через неделю и всего доброго.